Что-то какие шаги? Это кто сварил? А вы Денис, да? А? Нет, я Александр, я с общественной палаты города Якутска, поэтому приехал как общественный инспектор сюда. Ну я здесь с июня месяца, да? Пошла свою собачку искать, не нашла ее. Когда увидела, я плакала, потому что собаки были худые, лаялись, курили. Еще в худшем состоянии были кошки. Собакам хоть дают, а кошки, помню, летом это было, стояли 2 клетки на земле. Кошки, очень много кошек в 2 клетках было. И помню, кошечка, она, видимо, уже померла или умирала, ее облепили штук 20-30 котят маленьких, сосали ее. И вместо воды там был песок. Я спросила, что воду-то нельзя налить? Завтра нальем. Но мне так стало плохо, я с собой корм, все принесла на всякий случай. Я часть раздала, часть, я говорю, я в таком состоянии была, я ушла, я стала плакать и ушла. В следующий раз я уже много еды набрала, пришла, вот. Но сама уже стала кошек и собак кормить, поить. Мне хорошо помогала Ольга, вот в этот раз она не пришла, ее в прошлый раз не пустили, у нее 2 ведра было каши. Она хорошую кашу варит, пшенную, прямо с хорошей тушенкой. Я-то дешево покупаю. Вот. И что? Ну, все-таки немножко лучше стало. Как стали возмущаться, стало лучше. Было ужасно. А вот сейчас сказали, что кому-то каких-то хороших собак, допустим, там лабрадор стоит, овчарка, да? Они как бы не отдают желающим забрать. Ну, я такое тоже слышала, да. У нас хотели девочки взять Шарпея, здесь был, вот здесь вот. Сказали, он как бы на это самое, на карантине. А так, ну, я котят беру, потом, что еще хочу сказать. Лучше стало, но единственное, что собак, вот я видела, сама видела, мы фотографировали мертвые, убитые собаки. А где он? Я сейчас ходил, искал, ни одной не нашел почему-то. Даже следов крови не было, он даже за забор вышел. Я вот с Олей ходила, она больше собачатница, я кошатница. И я, когда там на улице кошек кормлю, она говорит, иди сюда. Я подошла к вольеру, там была кровь, но засыпанная песком. И я знала, какая там собака, потому что она мне нравилась, я называла себя Пальма, черная, и она линяла. Она одна такая, черных много, но она именно линяла, единственная. Потом еще напротив, смотрим вольер, тоже кровь. И земля прямо напитанная кровью. То есть они как чем-то вручную, да, ликвидируются? Бывает. Я спросила, Ольга спросила Олега, почему кровь, он заулыбался и сказал, что это косточки давали куриные. Я говорю, косточки же нельзя давать. Потом мы вышли и прошли несколько шагов, на остановку шли, смотрим, вот эта пальма лежит мертвая и рядом рыжая собака. Мы все это засняли, охранника спрашиваем, охранник молчал, но охранник как бы новый был. Мы говорим, что случилось, почему это? И такое ощущение, что их забили то ли лопатами, то ли вилами. Верхняя часть нормальная, нижняя была... Мы это все засняли. Сейчас, да. Это вы где-то ловите маленький, да, или как? Да, это вновь прибывший, 3 дня передерживаем, потом, если слабых не показывается, в общей клетке. А у вас какие дни вы появляются, как в эвтаназии, как происходит? Ну, эвтаназии давно не было, все продаем, пытаемся. А? Эвтаназии давно не было. Ну вообще, она как у вас? 10 дней. Нет, а по каким дням происходит? Или ежедневно у вас происходит? Нет, ежедневно. Пытаемся раздать. Почему-то на улице стоит, и были мертвые. Так вот можно вести. Аккуратнее. Вот так говорят, что собаки тут сытые. Ходят на них. Не откусила меня.
Дырка. Забери.